Что будет, если пукнуть в космосе, как правильно есть лобстера, и почему не стоит ругаться при попугаях? Начнем. Если ты пукнешь внутри скафандра, может показаться, что там есть специальный клапан, который сразу все выведет наружу. Но базовый слой скафандра полностью герметичен и удерживает все внутри, включая запахи. Да, в скафандре есть система фильтрации, которая втягивает загрязненный воздух и задерживает его в специальных фильтрах. Но запах не исчезает сразу, поэтому несколько минут ты просто паришь в космосе, дыша собственным пердежом. Вбей в поиск «репост», и ты увидишь свой первый репост. Сменим тему. Чтобы правильно приготовить лобстера, ножом прокалывают крест на его голове, чтобы убить. Затем его слегка отваривают в подсоленной воде, ровно настолько, чтобы мясо ослабло. После этого отламывают клешни в суставах, проворачивают и вытягивают мясо. Другую часть вскрывают ножом. Хвост выпрямляют, аккуратно откручивают и сжимают панцирь, чтобы выдавить сочное мясо. Затем снимают 8 ножек и скалкой выдавливают мясо из каждой, как зубную пасту. В итоге используется буквально каждая часть лобстера. И последний вопрос. Если ты выругаешься рядом с попугаем, он может идеально повторить это слово. А если птица улетит, она способна научить ругательству других птиц. Попугаи по природе копируют звуки, которые слышат чаще всего. В дикой природе новые звуки делают их умнее в глазах стаи. В результате другие птицы быстро подхватывают эти слова и даже передают их своим птенцам. Так целые стаи могут выучить твое любимое ругательство.